Задачи, стоящие перед законодательной и исполнительной властью республики, по словам главы региона, продиктованы условиями экономического кризиса, который переживает регион. Желание вникнуть в основные проблемы республики и обсудить их с народными избранниками стало причиной их встречи. Махмуд Али Калиматов обратил внимание депутатов на необходимость более активного участия парламента в принятии бюджета республики и дальнейшем контроле его расходования. Я приложу все силы. И думаю, вы мне поможете в этом, я искренне говорю. Мы можем это все сделать. Мы можем. Или не говорится, мы все сделаем. И вот пока надо разобраться в этом и честно только сказать. Люди доведены до того, что работы им нет. Заработать они не могут. И чтобы выжить, эти люди идут на нарушение закона, весь бюджет, он будет расписан и доведен до них. Реально. Главное, чтобы главы смогли сформировать, что им нужно, как нужно, чтобы строка расходов, чтобы она была заложена, чтобы они учли все. По мнению руководителя региона, контроль за исполнением бюджета – ключ к устранению проблемы коррупции в Ингушетии. И пока ситуация с коррупционной составляющей в республике не изменится, субъект будет в числе отстающих по основным показателям. А самое главное – по уровню и качеству жизни его жителей. Махмуд Али Калиматов сообщил депутатам, что уже провел инвестиционные совещания, изучил состояние 9 промышленных предприятий и дал поручение расторгнуть по ним контракты. Порядка 9 простаивающих промышленных предприятий, построенных за счет бюджета, на общую сумму более 2 миллиардов. Поэтому сегодня по каждому предприятию и дано указание, мы уже работаем, изучить все эти предприятия. Вы понимаете, кроме того, они занимают большие площади земли, плодородной. Земля, она сельхозназначение. Мы их изучаем каждое, будем изымать, расторгать договора, потому что более 80% земля под ними, она отдана безвозмездно, то есть бесплатно. Даже налог с земли не берем. Поэтому мы будем расторгать эти договора и смотреть, можно ли перепрофилировать эти предприятия. Вообще возможно. А если это невозможно, то будем выставлять их на аукцион. Продавать будем их. Завод не работает, никакого там изделий нет, рабочих мест нет, прибыли нет. И кроме того, у нас получается, что мы еще сегодня содержим, но все равно надо сохранять оборудование там. И вот этих предприятий очень много. Вот у нас 15 ГУПов, они все убыточные. Им земля отдана, тоже безвозмездно. Там работают, по цифрам, которые дают, 300 там сколько-то, но по сведениям реально там работают 133 человека, что ли, в 15 ГУПах. Это разве рабочие места? В заключение главы Ингушетии отметил, что приоритетом для всех станет решение обозначенных проблем. А для этого необходимо взаимодействие и слаженная работа. Он призвал депутатов Народного собрания помогать исполнительной власти и ему лично в этом указывать на ошибки при необходимости. Я всегда открыт для конструктивного диалога. Давайте мы вместе приложим усилия и сделаем все от нас зависящее для процветания нашей республики и улучшения жизни граждан, заключил руководитель региона. Хадь Забриев, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Магомед Дидигов, Новости 24.